11 августа на календаре, четверг, день недели. Это телеканалы Якутия-24 и НВК Саха. Вы смотрите «Утро Якутии». Вместе с вами сегодняшний день встречаю я, Павел Танин. И ближайший час мы проведем, получая полезную, интересную, порой забавную информацию, которая настроит нас на великие свершения сегодняшнего дня. Ну и, конечно же, вкратце расскажем, что сегодня мы будем с вами обсуждать, о чем мы сегодня узнаем. Реабилитация детей и людей с ограниченными возможностями здоровья. Это главный приоритет как учреждений здравоохранения, так и общества. Мы вам покажем, как в одном из городов страны открыли детский сад для пожилых людей. Также расскажем про выставку девушки с ограниченными возможностями здоровья из Екатеринбурга, которая, несмотря на свой недуг, продолжает ловить от этой жизни максимум позитива. А с гостем нашим в первом блоке расскажем о двигательной коррекции детей. Далее посмотрим сюжет наших коллег из поселка Алмазный Мирлинского района, где дети с пользой проводят свой летний отдых, а из Ленска нам расскажут о нанотехнологиях в фермерском хозяйстве. И в конце выпуска вас ждет интересный сюжет о метеорологической обсерватории из далекой Арктики. Так что будьте вместе с нами в ближайший час и, конечно же, много полезного вы узнаете. Ну а по традиции наш эфир мы начнем с рассказа о погоде. В центральных районах Якутии сегодня от плюс 9 до плюс 16. В заречной группе от плюс 11 до плюс 15. В южных от плюс 12 до плюс 13. В Вилюйской группе улусов от плюс 11 до плюс 13. В Нижнеленских от плюс 12 до плюс 14. В западных районах Якутии от плюс 10 до плюс 12 градусов. В Колымо-Индигирской группе улусов от плюс 11 градусов до плюс 18. В Янских от плюс 11 до плюс 12, на северо-западе от плюс 10 до плюс 11. Температура воздуха в городе Якутске в 6 часов утра составила 17 градусов, атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Сегодня днем преимущественно без осадков, ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха днем в столице республики сегодня прогреется до отметки 22-24 градуса со знаком плюс. В галерее современного искусства «Инцентр» в Екатеринбурге проходит персональная выставка Екатерины Бессоновой, художницы с ограниченными возможностями здоровья. Более подробно о творчестве девушки и об экспозиции расскажут наши коллеги. Около 15 лет назад Екатерине поставили диагноз рассеянный склероз. Болезнь прогрессировала, и вскоре молодая женщина перестала ходить. После этого девушке пришлось забыть о давней мечте – карьере экономиста. В свободное время Екатерина начала изучать видеоуроки по рисованию вместе со своим ребенком. Постепенно девушка закрепляла свои навыки на бумаге, а вскоре начала писать настоящие картины. Я же не художник, у меня вообще не было никаких материалов. То есть я взяла у ребенка альбом для рисования, кисти для рисования, акварель, включила его урок, у него то есть масляные краски, холсты, профессиональные кисти, у меня, значит, альбом, ну и пара каких-то детских кисточек. Попыталась нарисовать, очень удивилась, что у меня получилось, потому что я правша, рисую я левой рукой, правая не работает сейчас. Вот. За столько лет левой писать я так и не научилась. Вот. А рисовать, на удивление, получается. Это какое-то рисование пришло просто само. В общем, я нарисовала пару картин акварелью, почему-то сразу решила, что хочу масло. Хотя масло – это такой привередливый очень материал. Ну вот постепенно так нахожу с ним общий язык. Девушка отметила, что отсутствие художественного образования не только не мешает ей заниматься любимым делом, но и вдохновляет на креативный подход к своему творчеству. Для меня это так скучно, вот эти вот все светотени, вот это какая-то классическая живопись. Правда, я бросала все уроки, потому что все-таки я решила, что хочу рисовать вот так, как я вижу, так, как я чувствую, так, как это мое видение, как я хочу рисовать. То есть я решила, если я буду учиться рисовать как все, то рисовать я буду тоже как все. Да? Возможно, я усложняю для себя работу, да? Можно это нарисовать, 100% можно нарисовать лучше, ярче, как-то красивее это все нарисовать. Но это именно мое видение, как я хочу рисовать. Сейчас 34-летняя девушка активно занимается творчеством. Она пишет множество картин, и чаще всего героями ее произведений становятся животные. Я вообще, в принципе, люблю рисовать животных. Это основная моя такая тематика, потому что я люблю, чтобы картины были живые. Я так считаю, что они все
такие душевные, у них есть душа, да, а с животными это сделать проще гораздо. То есть у меня у всех животных есть свои имена, свои клички. Это, например, Джек и Джули у меня, то есть они уже названы. Часто спрашивают, как именно животных называют на картине, поэтому это я решила прям даже назвать, вот так она и будет называться. Увлечение Екатерины поддерживает ее семья, муж Александр и дочь Татьяна. Они помогают девушке в закупке материалов, подборе и установке оборудования, а также в подписи картин. Сама художница писать не может. Муж и дочь также поддержали Екатерину и пришли с ней на ее выставку в галерее современного искусства «Инцентр». По словам девушки, это уже 4-я по счету презентация ее работ. В будущем Екатерина хотела бы организовать еще одну выставку, на этот раз со всеми своими незавершенными проектами. В Красноярске открылся детский сад для бабушек и дедушек. Как отмечают руководители проекта, идею поддержали многие, ведь желающих сюда попасть оказалось больше, чем планировали. Как проводят свой досуг люди в этом детском саду для взрослых, узнаем прямо сейчас. Руководитель проекта «Детский сад для людей в возрасте» Екатерина Машковская рассказала, что прийти может любой желающий. Посещение здесь бесплатное. Детсад – это группа временного пребывания для людей пожилого возраста в любом состоянии, в том числе и с когнитивными нарушениями, с проблемами памяти, внимания. То есть людям, которым необходимо ежедневное общение, которые чаще всего дома находятся одни, могут посетить наш детсад. Могут прийти самостоятельно, их могут привести родственники. Бабушки и дедушки знакомятся и общаются друг с другом, рисуют, поют и танцуют, а в хорошую погоду гуляют на свежем воздухе. Также в программе детсада предусмотрены занятия для людей, испытывающих когнитивные трудности. Занятия здесь идут по разным аспектам жизни. Особенно люди, которые страдают инвалидностью. Вот. Интересно, память развивают коммуникации различные по домашнему хозяйству. Самая главная цель детсада – помочь пожилому человеку адаптироваться и чувствовать себя лучше, найти новых друзей. Сами пенсионеры с удовольствием приходят на занятия и отмечают положительное влияние на свое самочувствие, а также практическую пользу. Занятия здесь идут по разным аспектам жизни. Особенно люди, которые страдают инвалидностью, могут получить здесь помощь. Между тем мы продолжаем говорить о реабилитационных центрах Якутии. Сегодня у нас в гостях реабилитолог, нейро- и клинический психолог Центра двигательной коррекции АТОР, вице-президент Ассоциации специалистов реабилитации Республики Саха-Якутия Эдуард Тен. Эдуард, доброе утро. Здравствуйте. Вообще, насколько сегодня остро стоит вопрос реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья? Детская реабилитация, на наш взгляд, это однозначно один из важнейших вопросов, приоритетов государства и общества. Это, во-первых. Во-вторых, конечно, есть реабилитация у нас начала развиваться и формироваться совсем недавно, поэтому еще не до конца отработаны механизмы совместной работы всех специалистов, как врачей, так и реабилитологов. И как следствие, это достаточно еще, на наш взгляд, низкий уровень эффективности самих реабилитационных мероприятий. В последнее время много детей появляется, которые нуждаются в реабилитации. Как вы считаете, на ваш взгляд, почему это питание, образ жизни, с чем это связано? Это действительно такой многофакторный вопрос. И действительно мы сейчас... Все дело в том, что достижения современной медицины, они идут вперед, они развиваются. И то, что казалось незыблемым, допустим, 20 лет назад, сейчас это уже не факт. То есть, если раньше на примере ДЦП считался основным диагнозом, то сейчас, как вы говорите, изменения в питании приводят к тому, что появились такие диагнозы, как глютеновая недостаточность, непереносимость. Такие вещи, как неусвоение некоторых аминокислот, которые мешают развитию нервно-мышечного аппарата. И, соответственно, появляются определенные нарушения. В вашем центре кто проходит реабилитацию, кому конкретно вы помогаете?
Ну, по возрастным цензам можно сказать так, что самый молодой у нас ребенок был 3 месяца, самый старший человек у нас был 91 год. То есть по возрастным категориям мы принимаем всех. Вот. По заболеваниям, ну, это специфика реабилитации. Мы не работаем по заболеваниям, как по диагнозам, как в больнице. Мы работаем по нарушенным функциям. И вследствие того мы берем на реабилитацию тех людей, которым либо мы можем как-то помочь, либо компенсировать нарушенную функцию. Ну, вот, говоря про детей, когда надо начинать реабилитацию конкретно ребенка, сколько процентов детей, может быть, там, восстанавливаются полностью после реабилитации, или вообще имеет ли смысл говорить про полное восстановление после реабилитации? Все дело в том, что понятие полного восстановления нарушенной функции, его практически, оно может быть и есть, но оно существует только теоретически. Потому что мы не знаем, насколько та или иная нарушенная функция, насколько она развилась. А реабилитацию надо начинать как можно раньше. То есть как только появились первые подозрения на какие-то нарушенные функции, как только поставлен уже диагноз ребенку, то сразу же надо идти в реабилитацию. Потому что чем раньше мы остановим патологическое развитие той или иной дисфункции или нарушенной функции в нервной системе, в организме, тем более эффективно будет та же самая реабилитация. То есть вопрос полного восстановления по большей части, ну, не по большей части, но тем не менее очень зависит от того, как скоро обратились за помощью. Да. Ну вот, говоря про центр сам, сегодня какая-то поддержка центру со стороны оказывается, или все-таки такое самостоятельное такое учреждение? Ну, в 2021 году мы выиграли грант главы республики, благодаря которому получили бесплатную реабилитационную помощь больше 50 человек, детей и взрослых, со сложными двигательными нарушениями. Грант проводился по программе этнореабилитации АТОР, которая основана на традициях оздоровления народа Саха. Вот. И имела, конечно, сейчас он уже закончился, и имела достаточно хороший эффект, достаточно хорошие результаты. Вот. Это одна из поддержек. Хотелось бы, конечно, получать более регулярную поддержку со стороны. Ну, будем надеяться, что все это не за горами, и центр действительно будет продолжать полезным таким, очень важным для всех делом заниматься. Эдуард, спасибо, что пришли в нашу студию. Желаю вам успехов в дальнейшей работе. Ну, а мы прерываемся на короткую паузу, после которой мы продолжим наш эфир. Все. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. В Усть-Алданском районе, по данным на 8 августа, заготовлено 14 665 тонн сена. По сенокосу Барагонский, Сотинский и второй Байгантайский наслеги показывают хорошие результаты. Из-за засухи и саранчевых вредителей в Дюбсюнском и Наяхинском наслегах прогнозируют проблемы по сенозаготовительной кампании. Всего по Усть-Алданскому району на сенокос вышли 661 человек и 921 единица техники. Также для заготовки 3000 тонн сена привлечены мобильные бригады с 31 хозяйства. 334 механизированных, 308 полумеханизированных, 3 конноручных и 16 ручных звеньев. Всего 661 хозяйство. Задействовано на сенокосные работы 1617 человек. Всего скошено 17 950 гектар. И заготовлено 14 665 тонн сена. Это от всего плана составляет 48,8%. В Амге установили первую сваю второго подъема водоочистной станции системы водоснабжения. Проектом разработана система централизованного водоснабжения для хозяйственно-питьевых нужд населения. Строительство первого подъема намечается у ремки Амга в местности горы Короленко, где будет установлен колодец и насосная станция. В первом этапе строительства подрядчик намерен провести водопровод наземным и подземным путем общей протяженностью 7 километров до котельного стадиона Амга-Олимп. В данное время идут буровые работы, установка сваи и подвоз материалов для строительства с других регионов. Ввод в эксплуатацию объекта намечается в декабре 2023 года.
Объект из себя представляет, значит, котельная, которая будет обеспечивать теплом станцию водоснабжения, насосная станция, имкостной парк и водовод протяженностью 7,8 километров, который будет доведен до котельной стадиона. Это первый этап. Ну и, конечно, вторым этапом уже, значит, будет разработан проект для полного уже централизованного обеспечения холодной водой непосредственно уже частного сектора и многоквартирных домов и социальных объектов в селе Амга. И в этом году мы строим котельную в микрорайоне Емельяновка в селе Абага и в селе Анёс котельную. Выставка «Благословенная и щедрая земля Таты» открылась в музее имени Ярославского. Она показывает историю развития и становления Татинского района. Земля с давних времен славится известными писателями и людьми, внесшими большой вклад в развитие района и республики. На выставке представлено более 250 экспонатов. Это редкие документы, фотографии, раритетные вещи, национальные костюмы и многое другое. Татинский район, Улус, является, конечно, колыбелью культуры нашей республики. И на сегодняшней выставке участвуют все музеи, которые там расположены. И есть еще экспонаты от наших народных мастеров. Здесь можно будет увидеть вещи, экспонаты из 15-16 веков и новые вещи, которые сделаны буквально в этом году мы получили от наших народных мастеров. Это «Утро Якутии». На календаре, напомню, 11 августа, сегодня четверг. И пришло время узнать, какими же знаменательными событиями день 11 августа запомнился в истории. На календаре 11 августа. В этот день отмечают День сына и дочери, День полета на воздушном шарике, День игры на песке, День малинового торта. По народному календарю праздник посвящен памяти Калинника Киликийского. К этому периоду начинаются заморозки по утрам. В старину крестьяне обращались к святому с просьбой сохранить урожай. Традиционным праздничным блюдом являются пироги с калиной. В народе эти ягоды считаются символом целомудренной красоты. Их горький вкус сравнивают с горькой судьбой девушки, которую насильно выдали замуж. Также в этот день следили за приметами. Если овес начал вторично зеленеть, то осень будет дождливой. События в этот день. Преподобный Сергий Радонежский основал монастырь, позднее ставший Троицей Сергиевой Лаврой, в 1337 году. В Петербурге изготовлен первый российский магистральный паровоз для строящейся между Петербургом и Москвой железной дороги. В России вышло первое футбольное издание «Ежегодник Всероссийского футбольного союза». В этот день, в 1926 году, компания «Кодак» объявила, что она начала работы по созданию цветной кинопленки. В Москве открылась первая всесоюзная спартакиада. В 1959 году в Москве открыт международный аэропорт Шереметьево. По центральному телевидению в этот день начат показ сериала «17 мгновений весны». В этот день родились Анна Андро, русская дворянка, современница Пушкина, одна из его муз. Анатолий Кашпировский родился 11 августа 1939 году. Советский психотерапевт, гипнотизер. Стивен Возняк, американский программист, разработчик компьютеров, соучредитель фирмы Apple. Халк Хоган родился в этот день в 1953 году. Американский рестлер, актер и шоумен. Именины сегодня отмечают Серафим, Роман, Остап, Николай, Михаил, Кузьма, Константин, Вениамин, Анатолий, Алексей, Александр, Серафима. А сейчас одна из наших традиционных рубрик «Пусть мама придет». Отрадно, что после выхода сюжетов находятся те, кто берет детей в свои семьи. И нам бы хотелось, чтобы и наш сегодняшний малыш обрел свою семью. Сегодня мы расскажем о мальчике по имени Лев, которому всего-то 2 года. И он тоже, как и наши предыдущие герои, ищет свою маму и папу. Привет, скажи, Лева. Привет. Льву 2 и 4 месяца, но мы ласково его все называем Левушкой. Левушка очень добрый, спокойный, улыбчивый мальчик. Лева самостоятельно ходит, научился самостоятельно подниматься и спускаться по лесенке. Самостоятельно кушает очень аккуратно. Аппетит у Левы хороший. Он все съедает и с удовольствием пьет соки.
Мальчик любит посещать новые места, с интересом изучая все вокруг. Лёва нуждается в особом уходе и заботе и очень ждет свою семью. Школьники и студенты Алмазного убрали в поселке 24 кубометра мусора. За это подростки получают зарплату. В Алмазном ежегодно работает трудовой лагерь. Анна Брянская узнала подробности. Некоторые дети в Алмазном предпочли летнему отдыху работу. Здесь есть трудовой лагерь. Ребята зарабатывают здесь деньги тем, что очищают поселок от мусора, а также помогают в каких-то организационных моментах в мероприятиях. За 2 месяца, допустим, ребята собрали 24 куба мусора. Работают в трудовом лагере школьники старше 14 лет и студенты. Рабочие смены рассчитаны на 3 месяца. Воспитанники лагеря не только убирают мусор, также красят бордюры, помогают в организации праздников. Не остались в стороне и во время лесного пожара в Эрылахе. Готовили пункты временного проживания для погорельцев. Трудовой лагерь в Алмазном работает ежегодно. Зарплату школьникам и студентам платят из бюджета поселка и района. В июне и июле в трудовом лагере отработали 16 детей и студентов. В августе здесь работает 6 человек. На самом деле очень хорошая идея, исходя из того, что в первую очередь это какой-то воспитательный процесс происходит, то тот факт, что дети сами ходят, убирают мусор, производят какие-то моменты для нашего благоустройства, в будущем, мимо проходя, они, может быть, где-нибудь сделают замечание, может быть, подумают в следующий раз, что самому не стоит это делать, потому что это понятно, что большой тяжелый труд. В этом месяце устроилась в администрацию в стройотряд. Раньше работала в школьном стройотряде. На все 3 месяца бывало устраивалась. Зарабатываю на учебу, а как еще? Всероссийский автопробег «Газ в моторы» продолжает следовать по территории Якутии. Целью автопробега является популяризация природного топлива. Из Владивостока до Санкт-Петербурга автомобили проследуют на сжиженном природном газе. Маршрут колонны пройдет через 6 районов. Вчера и сегодня участники пробега находились в Алдане. Какие объекты они посетили по пути следования, расскажет Татьяна Вахнина. Всероссийский автопробег «Газ в моторы» прибыл в Алданский район накануне вечером. Напомним, Якутия приняла эстафету акции по популяризации газового топлива. Вчера представители Министерства промышленности и сотрудники нефтегазовой отрасли стартовали из Сковородино в Нерюнгри, затем прибыли в Алданский район. В городе участники пробега в первую очередь отправились на заправку, затем в гостиницу. Едем в Нерюнгри на природном газе, заправились в Якутске. Дорога нормальная. Но вот из-за погодных условий видимость чутка ухудшилась, но все нормально. Сегодня утром участники пробега посетили Алданское линейно-производственное управление магистральных газопроводов «Газпром Трансгаз Томск». После коллективного приветствия гостям была предложена экскурсия. Автомобилисты посетили медицинский кабинет, ознакомились с узлом связи, лабораторией и метрологической станцией, оснащенной современным оборудованием, а также побывали в диспетчерской, являющейся сердцем ЛПУ. Показали в качестве экскурсии наш объект новый. Это как раз база линейно-производственного управления. Я думаю, что впечатления остались у них самые положительные. Показали им административное производственное здание с корпусом лабораторий. Наряду с административным корпусом участники пробега посетили общежитие, возведенное для сотрудников. В настоящее время здесь наносятся последние штрихи. Ожидается, что через пару месяцев комнаты будут готовы к приему жильцов. Принимают везде хорошо. И в Нерюнгри, и здесь, Алданский пункт. Такая масштабная, да? По комфортабельности. По завершении экскурсии в ЛПУ колонна отправилась в дальнейший путь. По утвержденному маршруту пробег проследует в Якутск. Ближайшую остановку автомобилисты планируют сделать в Тамоте на заправке, а пообедают в селе Улу, находящемся на границе Алданского района. Настроение тоже отличное. Главное, чтобы газ везде по дороге был, чтобы перебоев нигде не было. Мы пока что нигде ничего не заметили такого. Едем нормально. Сейчас должны ехать в Якутск.
потом с Якутска уже в Западную Якутию. И заканчиваем у границы Западной Якутии, это Ленский район. Целью автопробега является популяризация природного топлива. Из Владивостока до Санкт-Петербурга автомобили проследуют на сжиженном природном газе. Инициатором масштабной акции выступает «Газпром» газомоторное топливо. По территории республики движение колонны из 3 автомобилей приурочено к столетию образования якутской автономии. Татьяна Вахнина, Александр Лукин, Алдан. Август – удивительный месяц. Теплый, насыщенный, деликатесный. В саду, в лесу и в полях начинают поспевать урожай, в том числе урожай трав. Август дает травникам последнюю возможность запастись летними травами. Очень важно ее не упустить. В противном случае придется ждать целый год, чтобы восполнить свои запасы. И сегодня к нам в гости пришли кандидат фармацевтических наук Лена Кривошапкина и шеф-повар ресторана «Мусхая» Семен Тарбахов. Расскажут сегодня о значимости этого месяца для травников и непосредственно о значимости такой травы, как полынь. Лена, Семен, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну, Лена, вопрос первый к вам. Почему травники собирают лечебные травы вот именно в августе? Чем этот месяц так, ну, в отличие от других летних месяцев, допустим, отличается? Август месяц – это последний месяц нашего лета якутского. И поэтому, если мы не успели собрать какие-то травы, то в августе у нас есть прекрасная возможность пополнить наши домашние аптечки целебными растениями. И кроме того, август действительно очень удивительный месяц, потому что некоторые растения, даже большинство растений, зацветают второй раз. То есть сама природа нам дает возможность еще раз собрать травушки. Ну вот мы говорим сегодня про полынь. Как давно вы увлекаетесь полынью и вообще в чем уникальность этой травы? Полынью я увлекаюсь еще с детства. Еще в детстве я готовила мазь от царапинок, от ссадин, которых бывает очень много у детей. Чем уникальна эта трава? Она имеет для нас, якутян, особое значение, потому что наши предки использовали широко в питании, но кроме того, эта трава обладает еще и очень великолепными лечебными и профилактическими свойствами, а также она имеет великолепные энергетические свойства, и эта трава нам дарит мудрость от самих предков, и эта трава еще гармонизирует нас в нашем будущем. Вот, Семен, как раз вот упомянули про питание. Вы сегодня не с пустыми руками, что называется. Вообще, как, ну, насколько, не знаю, эффектно, может быть, гармонично полынь смотрится в готовых блюдах? Как давно ее, в принципе, в кулинарии, ну, во всяком случае, у нас в регионе используют? Ну, в кулинарии вообще нашей истории, именно питания якутского народа, полынь использовалась, например, вирото, также напиток. Можно сегодня посмотреть, мы добавили их, полынь, к якутским лепешкам, саламат. И вот это саламат с полынью. Да. Вот зеленая — это как раз она. Да. И сейчас вообще идет популяризация местных трав, что можно использовать, как можно использовать, когда это можно, как сказать, добывать, например, искать, когда она растет, как ее готовить, технологические процессы, кому нельзя, кому можно. Это все, как говорится, ну, чуть ли не научная работа. И, надеюсь, в скором времени популяризация именно местных трав, как полынь, кислица, лебеда, будет использоваться в более крупных масштабах. Ну, вот как раз и другие травы вы затронули. Вообще в своей практике как часто вы используете полынь? И вообще какие еще травы, произрастающие у нас здесь в Якутии, вы используете в блюдах? Ну, вот та же полынь, кислица, лебеда, ну, чабрец местный. Трав очень много. Можно собирать чаи. В чем-то их можно мариновать. Именно какие-то мясо, рыбу. Ну, выбор большой. Просто, как сказать, больше креатива нужно. То есть, в принципе, добавить можно что угодно, главное правильно это сделать. Да. Лена, вот вопрос такой, когда вообще, в принципе, собирать лучше полынь обыкновенную? Есть ли разница, когда собирать ее конкретно там, для лечения и вот для кулинарии? То есть, может быть, это разные сроки должны быть? Да, обязательно это разные сроки. А для потребления в пищу мы собираем
совсем молодые листья. То есть это период, когда еще отрастают стебли. Ну, примерно это когда? До отрастания стеблей. Это самое начало июня. Это может быть даже июль месяц, потому что у нас растения, каждое растение имеет свое время фенологическое, и поэтому можно сказать, что с июня по июль можно собирать молодые листья полыни. А для лечебных целей можно использовать полынь, у полынь и молодые листья, и до цветения, и во время цветения. Это все зависит от индивидуальных свойств каждого человека. Ну, вопрос, Семен, к вам, опять же, возвращаясь про травы, то есть для меня, допустим, это в новинку, да, что полынь, которую я там всегда считал там, чуть ли не сорной какой-то травой, добавляют в пищу. Безопасно ли это? Как вообще, насколько осторожно нужно относиться к употреблению этих трав в еду? Ну, полынь, мы с Еленой обсуждали, мне был именно профессиональный интерес. Полынь не рекомендуется детям до 7 лет, кормящим матерям, а также те, кто находится в положении. Другие травы, например, кислица, она местная, она не разрешена, например, у кого густая кровь. Также ту же лебеду можно использовать везде. Вот говоря про кислицу и густую кровь, соответственно, у кого наоборот, кому нужно ее загустить, имеет смысл поесть кислицу. Да, тоже есть свои плюсы. Ну и последний вопрос, Лена, к вам. Говоря про сбор трав, понятно, что Семен у нас шеф-повар, умеет готовить. Вы тоже в фармацевтике не понаслышке разбираетесь. Обычному человеку возможно ли пойти прям сегодня, грубо говоря, собирать траву для того, чтобы заготовить какие-то запасы на лечение? То есть что он может с этим сделать самостоятельно? И вопрос по полыни обыкновенно. Да, по полыни. Да, конечно, обязательно нужно успевать собирать буквально до 20-х числах августа, а потом уже после 20-х числах августа уже растения не рекомендуется собирать, потому что у них происходят другие процессы уже свои. Да, нужно успевать собирать. Ну, Лена, Семен, спасибо большое, что пришли. Такую тему интересную раскрыли для нас, поделились, и много нового узнали телезрители, я в том числе, потому что я никогда не представил бы, что полынь можно есть. Спасибо еще раз. Ну а мы прямо сейчас готовы передать слово нашим коллегам из информационной службы, которые расскажут о последних новостях. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. 8 августа стартовал всероссийский автопробег на сжиженном природном газе. Машины используют экологически чистое топливо. Участников автопробега встретили в Мегино-Кангаласском районе, в Нижнем Бестяхе заместитель главы района Мирон Свинобоев. Автоколонну провели на территорию железнодорожной станции в комплексе по сжижению природного газа, где участники посетили установки по производству экологичного топлива. Работники комплекса заправили 2 автомашины. Директор предприятия подробно рассказал об установке производства. Это уникальный и единственный на Дальнем Востоке комплекс по сжижению природного газа. Эксперты считают, что сжиженный природный газ не только экономически эффективен, но и один из самых безопасных видов газомоторного топлива. Сегодня мы ставим перед собой задачи нарастить мощности, потому что наш комплекс в зимних условиях загружен на 100%. Мы знаем, как сжижать. У нас есть коллектив работоспособный, который все понимает это дело. У нас есть земельный участок, мы уже его отвели. И самое главное, у нас есть ресурс газа, который мы получили, так называемые технические условия газа. У нас мечта построить среднетоннажный. Можно было газа производить больше, цена тогда будет ниже снижаться. Как можно больше в родной Якутии его использовать. У
Улучшение качества жизни и укрепление здоровья женщин. Центр помощи семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации «Алмаз», совместно с временным приютом для семей с детьми, находящимся в социально опасном положении мать и дитя, запустили совместный межведомственный проект для женщин «Новый старт». Для участия были выбраны 3 женщины, особо нуждающиеся в профессиональной поддержке. На протяжении недели они пройдут различные мотивационные мероприятия, которые включают в себя психологические тренинги, индивидуальные и групповые, медицинское обследование, мероприятия по повышению правовой грамотности, работа с профессиональными визажистами и участие в фотосессии. Наш проект «Новый старт» именно для женщин, которым сегодня нужна поддержка. Она очень нужна в том плане, что не всегда они самостоятельно могут выходить из этой трудной жизненной ситуации. Вроде бы они обращаются, мы их сопровождаем, но иногда им не хватает хорошего толчка. И мы вот решили именно дать этот толчок к новым действиям, к новому старту. Женщины очень обрадовались этому решению, к нам обращались много, конечно, желающих очень много. Они все посещают наши тренинги. У нас различные тренинги совместные бывают, психологи из правового департамента к нам придут на правовую грамотность. Да, завтра у нас как раз медосмотр. Турецкий литературный журнал посвятил августовский номер столетию республики. В номер вошли литературные произведения Платона Аюнского, анимпадиста Сафронова Алампа, Семена Данилова, Василия Харысхала, Семена Попова Сементумат, Натальи Харлампьевой, Елены Слепцовой-Корсунах, Аграфены Кузьминой. Кроме того, история Якутии, написанная поэтом, публицистом и исследователем истории Якутии Гаврилом Андросовым, а также ряд трудов про Хамус, Исех и Максима Амосова. Журнал «Кардеш Калемплер» выходит с 2007 года. Тираж 500 экземпляров. Однако большей популярностью пользуется электронный вариант издания. На вершину Эльбруса водрузили флаг Усть-Алданского района Якутии. Альпинист Эрхан Бысыин восхождение посвятил родному району. Якутянин совершил новое восхождение на высоту 5642 метра за 3 часа 47 минут со станции Гарабаши. Свой подъем спортсмен посвятил родному Усть-Алданскому району в связи с успешным проведением 8-х спортивных игр народов Якутии. Флаг Эрхан Бысыин поднял вместе с еще одним членом сборной России по альпинизму Евгением Марковым. К этому часу это все новости. Хорошего дня. Это «Утро Якутии». Продолжаем встречать день, 11 августа, четверг. Ленский Кулибин, уже прославившийся изобретением аэролодок, запустил новый проект «Цифровой курятник». Это IT-продукт позволяет минимизировать затраты по уходу за домашней птицей, собирать и систематизировать данные о жизнедеятельности сельскохозяйственных животных посредством приложения в телефоне. Ознакомилась с лайфхаком для фермеров Анна Кожевникова. Необычный IT-продукт появился в Ленске. Управлять сельхозпроцессами теперь можно с помощью приложения в телефоне. Это цифровой курятник. Человек здесь нужен только для того, чтобы пополнить кормушку на 20 дней и собрать яйца. В современном курятнике все автоматизировано. Подсветка, работающая от солнечной батареи, кормушка, сбор яиц, температурный режим и другие жизненно важные аспекты для комфортного содержания домашних птиц. С помощью камер, а их 4, можно вести наблюдение виртуальной реальности за этой мини-фермой. Преимущество этого курятника – минимальное время ухода. Для поддержания его жизнедеятельности уходит не больше 5 минут в день. Я считаю, что такой курятник должен находиться в каждой малообеспеченной семье, которые живут в частном доме. Цифровой курятник рассчитан на 20 куриц. Все данные можно получать и систематизировать с помощью мобильного приложения в телефоне. То есть можно скачать приложение, заказать инкубированное яйцо, можно само яйцо вырастить самому, то есть получить цыпленка дорастить до курицы и получать свои яйца. Себестоимость яйца в данном курятнике получается 5 рублей. То есть в магазине для сравнения у нас 13-15 рублей. Как уже показывает практика, окупаемость и функциональность оправдана. Хотя это только прототип будущего IT-продукта. Когда же фермерское ноу-хау Юрия Ильина поступит в массовое производство, ленский IT-лайфхакер держит в секрете. Но желающие стать обладателем такого цифрового курятника уже выстраиваются в очередь. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск.
Ну, а для тех, кто только-только проснулся, я думаю, будет актуальна информация о погоде, потому что все мы всегда, выходя из дома, думаем, что же нам надеть. Поэтому давайте узнаем, какая же погода за окном сейчас установилась, в течение дня ожидается. В центральных районах Якутии сегодня от плюс 9 до плюс 16, в Заречной группе от плюс 11 до плюс 15, в южных районах от плюс 12 плюс 13, в Вилюйской группе от плюс 11 до плюс 13, в Нижнеленских плюс 12 плюс 14, в западных районах плюс 10 плюс 12, в Колымо-Индигирской группе Улусов от плюс 11 до плюс 18, в Янских районах от плюс 7 до плюс 12, на северо-западе от плюс 10 до плюс 11. В городе Якутске температура воздуха в 6 часов утра составила 17 градусов, атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба, ветер 1 метр в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха в Якутске сегодня прогреется до отметки 22-24 градуса со знаком плюс. Вот погода в центральной Якутии все еще теплая. Август нас, наконец, радует комфортной температурой. Уже нет такой изнуряющей жары, как в июле. А где, вы думаете, можно наблюдать погоду, которая меняется в течение дня несколько раз? Как ни странно, в Арктике. За день можно наблюдать и грозу, и дождь, и ураганный ветер, и летний 30-градусный зной. В этом убедились наши коллеги. На днях они вернулись из Тикси, где побывали в уникальной гидрометеорологической обсерватории, которая в этом году, кстати, отметит 90 лет со дня образования. Вот так с измерения температуры почвы градусником, похожим на медицинский, и снятия показателей с других многочисленных приборов начинается рабочее утро у метеоролога Людмилы в далекой арктической обсерватории на берегу моря Лаптевых. Эти замеры, которые снимаются каждые 3 часа, круглые сутки, в любую погоду, важны не только для составления ежедневного прогноза погоды. Обсерватория является важной составной частью международной сети по исследованию климата Арктики. За 10 минут все наблюдения снимаем и уже кодируем. Круглый год, независимо от погоды, наблюдаем, смотрим. Мы специально для этого, чтобы увидеть все дожди, снега, пурги. В этом году пурги были хорошие, но не очень много, независимо. Ветер, если дует даже 25 метров в секунду, идем, есть леера у нас, идем, стараемся, конечно, чтобы это было максимально безопасно, но тем не менее идем, конечно же, наблюдаем. Также наблюдения ведем за морем, тоже независимо от погоды, от шторма. Погода в Арктике непредсказуема. Здесь она может меняться несколько раз в день. И во время съемок мы в этом убедились сами. А сегодня полный набор, была гроза, ливневой дождь. Максимальные температуры вот сегодня 32 градуса. Вот, это для Арктики, мне кажется, очень. Но мы наслаждаемся, радуемся, солнышко нас радует. Грибы, вот сейчас дождь прошел, грибы пойдут. Метеорологи проводят здесь работы по многим направлениям. От стандартных метеонаблюдений до изучения влияния изменения климата на состояние вечной мерзлоты и здоровье человека. Год на год не приходится. Один год может быть теплый, другой год холодный. Вот в этом году, допустим, лето было холодное. Вот буквально 2-3 дня как тепло пошло. Если смотреть по многолетнему ряду наблюдений, то сдвиги-то, конечно, есть какой-то сдвиг в сторону потепления. Но это влияет как? Получается больший выброс парниковых газов. Интенсивное таяние мерзлоты, по словам специалистов, влияет и на изменение флоры и фауны арктической тундры. Сюда часто стали залетать птицы, не присущие для этих мест. Замечали даже уток-мандаринок. Красота природы Арктики и, как говорят сами ученые, самый чистый воздух, эталонная атмосфера не могут не завораживать. Природа, красивые люди, совершенно не сравнить. Очень открытые, добрые. Работа очень нравится. На самом деле на этой работе всегда какие-то новшества, всегда нужно что-то изучать, много чего читать. То есть скучать некогда. Работать и жить в отдаленном крае далеко не в городских условиях, под силу далеко не всем. Поэтому из 30 положенных по штату специалистов станция укомплектована всего лишь наполовину. Но зато это люди, преданные своей профессии и по-настоящему влюбленные в Арктику. Туяра Филиппова, Александр Слепцов, Тикси.
Вот на этом мы наш эфир сегодняшний заканчиваем. Ну, закончить его хотелось бы еще кадрами замечательного, такого важного для всего региона события. Синокос, он уже почти заканчивается. Тем не менее, посмотрим на эти масштабные работы. Ну, а я с вами прощаюсь ровно до завтра. Завтра в это же время, на этом же месте, на этом же телеканале, в этой студии будем встречать уже пятничное утро, утро последнего рабочего дня. Хорошего вам настроения и пускай 11 августа пройдет для вас максимально плодотворно. Let's meet down at the lonely lake. Before summer has gone away. Swim out under a broken sky. Cold sun colored with shades of white. Wave goodbye to last summer. Cold air coming away soon. So let's lay under the falling moon. Tell me something about yourself. You've never told to no one else. Say goodbye to lonely nights last summer. Say